Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, зачем нетрезвые мужчины сломали козырек балкона и проникли внутрь чужой квартиры. Обоих спустили вниз с помощью пожарной автолестницы. Покажем, как из-за ссоры супруги оставили на обочине годовалого ребенка. Возле ипподрома на проезжей части сидит малолетний ребенок. Родителей рядом нет. 5-летняя девочка пострадала в результате аварии на проспекте Победы. Удар сначала был в зад, касательный, сзади слева. Машина развернула, потом туда удар пришелся. Что говорят водители? Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвая компания приковала к себе внимание жильцов одного из домов по улице Октябрьская и экстренных служб. После распития спиртных напитков один из мужчин грозился шагнуть вниз с крыши дома. Товарищ пытался его остановить. В итоге оба спустились на козырек с балкона 5-го этажа, сломав его. Нетрезвые мужчины проникли в чужую квартиру. Она в тот момент пустовала, и покидать ее они не спешили. Как развивалась история дальше, расскажет Рамиль Шайдуллин. Вот таким образом незваные гости решили попасть на балкон чужой квартиры. Во время небезопасного спуска один из них едва не сорвался вниз. Хотя история приключений этих мужчин началась раньше, предварительно один из них проживает в этом же доме. Во время застолья подвыпивший мужчина грозился шагнуть вниз с крыши здания. Второй попытался его остановить. Вот мне инженер позвонил, сказал, подойди, посмотри, там что, чердак вырван-то нет. Ну, я пошел, посмотрел, сфоткал, чердак вырвали, с монтировкой, говорит, наверху. Скоро о намерениях мужчины узнали соседи, а затем и экстренные службы. Несколько часов их уговаривали спуститься обратно через лестницу. Однако на глазах многочисленных очевидцев оба спустились на балкон чужой квартиры. Может, вам изнутри дверь открыть? Не надо. Мы здесь можно. А можно мы здесь, я здесь пошли. Подниматься обратно на крышу мужчины не стали. Вместо этого они предпочли проникнуть в чужую, на тот момент пустую квартиру. Они, короче, там пошли. Здесь ухватить. Взламывать дверной замок полицейским запретил владелец жилья. Он находился в соседней республике. Тогда стражи порядка попали в помещение тем же способом, какой использовали незваные гости – через крышу. Спустить непрошенных гостей удалось уже с помощью пожарной лестницы. Из квартиры они ничего не украли и якобы доказывали полицейским, что хотели выйти из помещения, но не знали как. Какое наказание им грозит, сейчас устанавливает следствие. Не исключено, что может быть возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище». Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Поругался с супругой и высадил годовалую девочку на обочину. Брошенного ребенка обнаружили очевидцы поздним вечером на улице Назиба Жиганова. Как выяснили полицейские, малышку высадил отец, посчитав, что ребенка заберет ее мать. Однако у нее таких планов не было. Что было дальше, знает Айрат Назипов. Поздним вечером годовалую девочку на обочине обнаружили очевидцы. На тот момент ребенок был совсем один. Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали полицейских. Для проверки данного сообщения на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Экипаж патрульно-постовой службы. При осмотре ребенка полицейские видимых телесных повреждений не обнаружили и передали девочку бригаде скорой помощи. Спустя время на место происшествия приехал 28-летний отец ребенка. Он пояснил, что поссорился с супругой. Посчитав, что девочку заберет она, мужчина оставил ее на обочине и уехал. Однако, узнав, что супруга уехала по своим делам, оставив девочку на улице, вернулся обратно, где и встретил стражи порядка. В настоящее время инспектором по делам несовершеннолетних в отношении родителей малолетнего ребенка составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материал проверки, собранный полицейскими по данному факту, будет передан в Следственный комитет. Жизни девочки сейчас ничего не угрожает. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. 23-летний житель Актанышского района признан виновным в распространении детской порнографии. Как установило следствие, в январе этого года мужчина загрузил с интернета на компьютер материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. После чего он решил их продать и выложил объявление. Вскоре на контакт с ним вышел сотрудник правоохранительных органов.
В марте злоумышленник бесплатно передал им одну из ссылок, дававших доступ к ресурсу с размещенной на нем порнографией. А после того, как оперативники перечислили ему 500 рублей, передал им еще несколько ссылок. В дальнейшем личность злоумышленника была установлена, а сам он задержан. Приговором суда в отношении мужчины назначено наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. 2 человека пострадали в результате аварии в Бавлинском районе. На 5-м километре автодороги Бавлы-Октябрьский столкнулись автомобиль марки «Черри» и «Лада» 14-й модели. По предварительным данным, 46-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу отечественному автомобилю, вследствие чего и произошло столкновение. Помощь медиков потребовалась 33-летнему водителю «Лады», а также его 32-летней пассажирке. Обоих с различными травмами доставили в Бавлинскую центральную районную больницу. 5-летняя девочка пострадала в результате столкновения 3 автомобилей на проспекте Победы. Там дорогу не поделили Opel Corsa, Ford Transit и Lada 14-й модели. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля при перестроении на автобусную полосу столкнулся с микроавтобусом, которого в свою очередь отбросило на немецкую иномарку. Участники аварии имели разные взгляды на произошедшее. Все мнения выслушал Сергей Хайдаров. 14-я резко свернула. Я уже от удара никуда не мог деться, меня выкинуло на стоящую машину. Всю ответственность за произошедшее водитель микроавтобуса возлагает на шофера «Лады» 14-й модели. По версии мужчины, в момент, когда он ехал по автобусной полосе, его слева зацепил отечественный автомобиль. После касания «Форд» отбросила на «Opel Corsa». Немецкая иномарка только выезжала со второстепенной дороги. После удара она отлетела на дорожный знак. С таким мнением водитель, управлявший «Ладой», был не согласен. У мужчины был совсем другой взгляд на происходящее. Вину свою признаете? Нет, не признаю. Ну а то кто тогда, по вашему мнению, Потому виноват? что, смотрите, удар сначала был в зад, касательный, сзади слева. Машина развернула, потом туда удар пришелся. Кто прав, а кто виноват, участники ДТП на месте так и не решили. Вероятно, восстановить полную картину произошедшего поможет камера видеонаблюдения, установленная на заправке. Возможно, помогут и показания водителя, 3-го участника аварии. Кроме всего прочего, в момент происшествия в салоне Opel Corsa находилась и 5-летняя пассажирка. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка. Ну, там ребенок был, да, в машине. Сильно подпрашивает? С ушибом увезли. Степень вины всех участников аварии определится после того, как установят диагноз пострадавшей. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем Kia Ceed, не справилась с управлением на проспекте Альберта Камалеева. По данным госавтоинспекции, автоледи стало плохо за рулем. Правым передним колесом она задела бордюр, вследствие чего корейскую иномарку занесло, и автомобиль столкнулся с дорожным ограждением. Вероятно, сработавшие подушки безопасности уберегли девушку от серьезных травм. Ударил автомобиль, двигаясь задним ходом. На улице Николая Ершова трамвай столкнулся с «Ладой» 14-й модели. Предварительно вагоновожатый сдавал назад из-за плотного движения на перекрестке. Судя по всему, он не заметил легковушку, которая остановилась сзади. Пока участники аварии ждали инспекторов, на этом месте произошло еще одно столкновение. Обо всем по порядку в репортаже Ленара Гинатуллина. Увидев нашу съемочную группу, вагоновожатый закрыл двери. Ситуацию уже прояснил второй участник аварии. Водитель «Лады» 14-й модели рассказал, что ехал за трамваем по улице Николая Ершова в сторону Советской площади. Заехав на перекресток с улицы Новаторов, общественный транспорт остановился. На его пути стоял автомобиль. Когда загорелся запрещающий сигнал светофора, водитель трамвая решил сдать назад, чтобы освободить перекресток, но не заметил, что сзади стояла 14-я. Есть свидетели, есть записи камер наблюдения, которые установлены там. Мне кажется, там отчетливо видно то, что он ехал назад именно, но он говорит то, что у него вагон просто покатился. Водитель трамвая воздержался от комментариев. Не будете рассказывать? А можете сказать, что отказываетесь от комментария? Нет. Ну хотя бы вину свою признаете или нет? Не признаете. Пока участники аварии дожидались сотрудников госавтоинспекции, образовалась серьезная пробка. Это стало и причиной еще одного столкновения. Предварительно водитель автомобиля Hyundai Tucson отвлекся на последствия столкновения трамвая и «Лады», поэтому не заметил, как впереди идущий поток остановился и въехал в заднюю часть автомобиля Nissan Note. Да не я виновата. Передо мной тормознула машина, я тоже притормозила, а вот мужчина в меня въехал. Прибывшие на место автоинспектора отправили участников второго столкновения в Центр оформления ДТП. Ленар Гинатуллин, Наиль Абдулин. Вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.